Вы включаете телевизор, тут бородатый мужчина ест блины. И вы задаетесь вопросом, что у них там происходит? А мы ответим, масленица-то почти закончилась, нужно успеть блинов-то поесть. Утро Якутии в эфире, начинаем неожиданно, но бодро. Утро с вами встречаю я, Павел Танин, и команда нашей программы. Впереди почти час бодрого пробуждения. За это время узнаем, как внедрить главный гастрономический символ масленицы в полезный завтрак, как защитить свои потребительские права, и поговорим на очень важные темы с нашими гостями. Поэтому оставайтесь с нами все это время. Ну а прямо сейчас начнем наш день с чего? Правильно, со свежих новостей. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. По данным ЦИК, в более чем 40 тысячах школах страны размещаются избирательные участки. Трехдневное голосование на выборах с 15 по 17 марта внесет корректировки в учебные процессы таких образовательных заведений. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, региональные власти самостоятельно принимают решения о формате работы школ в период выборов. Так, например, учащиеся школ Якутска будут переведены на дистанционное обучение. Тем временем во всех участковых комиссиях проходят последние приготовления к выборам. Одна из них расположена в 29-й школе Якутска, где находится избирательный участок номер 724. На первом этаже школы завершились подготовки кабинок для тайного голосования, подготовлены и ящики для бюллетеней. Всего в Якутске работает 59 участковых избирательных комиссий, расположенных в зданиях учебных заведений. На сегодняшний день 8864 человека уже отдали свои голоса во время досрочного голосования. Это люди, находящиеся в труднодоступных местах, в том числе и оленеводы. Ну а всего в Якутии откроется 811 участков. Они будут работать в течение всех 3 дней голосования с 15 по 17 марта. Поэтому каждый сможет прийти и отдать свой голос. У нас членов избирательной комиссии 12. Из них учителя тоже есть и, естественно, с политических партий. Работу начинаем слаженно, очень хорошо. На завтра мы первый день голосования уже готовы. До этого работала комиссия такая, которая выходила, мобильный избиратель. И избиратели наши все открывали двери, проинформированы о дне голосования. Глава республики своим указом учредил единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей выпускникам колледжей и техникумов, набравшим 100 баллов по результатам государственной итоговой аттестации в форме экзамена на профильном уровне. Выплаты в 100 тысяч рублей также предусмотрены и педагогическим работникам, подготовившим выпускников 100-бальников. Премию получат выпускники государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. 8-й Суглан Ивенко в Якутии состоится с 19 по 22 марта в Якутске. Участников ждет насыщенная программа, консультации для общин, встречи с представителями органов власти и культурные мероприятия. Также в эти дни пройдет 2-й республиканский фестиваль кругового танца Ивенко в ДВД и выставка декоративно-прикладного искусства Эведы Онювун. Не останется без внимания и молодежь. Пройдет Суглан молодежи Ивенко в Якутии. Ожидается, что на Суглане соберутся 130 человек. Это делегаты и участники из 10 улусов и города Якутска. Также свое участие в культурных мероприятиях заявили танцевальные коллективы и артисты из национальных и венкийских наслегов и районов. Воспитанники Мирнинского центра дополнительного образования помогают сохранить язык и культуру народов Севера через мультипликацию. Работа учеников студии анимации «Север» победила в 3-м республиканском конкурсе «Сказки народов Севера». Мультфильм «Медведь и карась» дети создавали по мотивам эвенкийской сказки. К озвучке на эвенкийском языке привлекли школьников села Сюльдюкар, мирнинцы же добавили субтитры на русском. Конкурс видеороликов провели в честь Дня родного языка, чтобы сохранить культуру и фольклор малочисленных народов Севера. Организаторы получили 35 работ из 18 районов республики. В Якутске стартовал турнир по национальной борьбе «Хапсагай» среди студентов СПО. Данный турнир проводится уже в 7-й раз и с каждым годом проходит на высшем уровне. В этом году принимают участие студенты из 12 разных команд средних профессиональных образовательных учреждений. Турнир проводится в формате стенка на стенку. За звание лучшей команды в 7 весовых категориях на ковер выйдут 120 борцов. Главной особенностью нынешних соревнований пройдут схватки за личное первенство по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограмм. Григорий Николаевич проработал в системе профтехобразования
около 40 лет, является отличником профессионально-технического образования Российской Федерации, мастером спорта международного класса Советского Союза. Об успехах вот даже вот последние годы своей работы наш техникум в 2019 году в комплексной спартакиаде занимал 3-е место, в 2020 году мы заняли 1-е место. Спасибо нашим коллегам. Ну а мы теперь можем полноценно встать на рельсы пробуждения. Последний день рабочей недели все ждут с нетерпением. Но, как правило, к этому дню мы приходим в изрядно измотанном состоянии, ведь позади 4 дня честного и добросовестного труда. Мы пытаемся расслабиться, ведь до выходных рукой подать, а ведь за пятницу можно также сделать немало полезных вещей и провести день продуктивно. Главное – правильно настроиться. И в этом прекрасно помогает утренняя зарядка. Вместе с нашим спортивным инструктором прямо сейчас ее и сделаем. Здравствуйте, меня зовут Александра Бронских, я тренер по художественной гимнастике. Сегодня мы покажем вам утреннюю разминку, которую вы сможете повторять в домашних условиях. В этом мне помогут гимнастки сборной Республики Саха-Якутия и воспитанницы спортивного клуба «Либерти». Давайте начнем. Итак, ноги вместе, руки в замок. Готовы. И раз, 2, 3, разминаем ножки, 4, 5, 6, 7, 8. Другая ножка. 1, 2, 3, 4. Активнее. 5, 6, 7, 8. Закончили. Руки положили на коленочки. Начинаем вращательные движения в правую сторону. И 1, 2, 3, 4. Влево. И 5, 6, 7, 8. Повторили. И 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Молодцы. Ноги на ширине плеч. Начинают работать плечики вверх-вниз. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 1, 2. Внимательно. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Руки в стороны. Пальчики сжали в кулачок. Сгибаем локоточки. И 1, 2, 3, 4. В обратную. 5, 6, 7, 8. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Работают ручки и круговые движения. 1, 2, 3, 4. В обратную. 5, 6, 7, 8. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ручки оставили с левой стороны, ножки на ширине плеч. Круговые движения можно и 1, 2, 3, 4. Стоим. 5, 6, 7, 8. 1, ниже, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это упражнение поможет вам развить свою гибкость. Итак, ручки в замок. Делаем наклоны к ножкам. И 1, 2, 3, стоим. 1, 2, 3, стоим. И 1, 2, 3, стоим. И 1, 2, 3, стоим. Отлично. Ножки вместе. Начинаем бег на месте. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Глубокий вдох и выдох. Держим складочку. И 1, коленочки затянуты. 2, 3, растягиваем позвоночник. 4, 5, колени прямые. 6, 7, 8. Замечательно. Сделали снова глубокий вдох и закончили разминку. Выдох. На этом наша разминка закончена. Надеюсь, что вы повторяли все движения вместе с нами. Будьте здоровы и занимайтесь спортом.
После зарядки самое время восполнить потерянную энергию и приступить к главному рациону дня – завтраку. Несмотря на некоторые мнения, что с утра, в принципе, человек может есть все, что угодно, желательно, конечно, чтобы завтрак был не только сытным, вкусным, но и полезным. Вот хорошая идея – каша и актуальные в Масленичную неделю блины с творогом. Давайте попробуем приготовить. Я думаю, самый лучший завтрак – это русский завтрак, где когда на утро подаются блины, каша, вареные яйца, ну, конечно, с хорошим вкусным оттенком вкуса в соусе. Давайте начнем с каши. На русский завтрак мы используем овсяную кашу. Придает сочетание именно русского сытного завтрака. Мы используем овсяную кашу, овсяные хлопья, молоко, сливки, сахар, немного соли. Вот каша у нас готова. Теперь мы начинаем заниматься сборкой. Что мы для этого используем? Мы для этого используем хлеб, багета нашего приготовления, французская багета для хлеба. Также мы используем наши вкусные русские блинчики, в которых мы будем заворачивать творожную массу. И, конечно, напоследок мы используем нашу традиционную овсяную кашу. Для этого мы добавляем сливочное масло. И, конечно, гранулами. Прошу, любите жаловать. Русский завтрак готов. Легкий, быстрый, который можно приготовить спокойно дома для детей и для семьи. Всем приятного аппетита! Прямо от такого завтрака веет таким чувством классики, классического завтрака. Творог или творог, как вам угодно, каша, блины, опять же, возвращаясь к теме масленицы. Ну а мы продолжаем. Есть в жизни вещи, которые начинаешь ценить только с возрастом. Например, оливки. Или дневной сон, или возможность рано ложиться спать. То, что многие из нас очень не любили делать в детстве, а сегодня, вероятно, очень тоскуют по тем временам, когда спать можно было много. Если вы сейчас лежите в своей кровати, вам никуда не надо, и вы планируете досмотреть нашу программу и поспать дальше, то мы за вас безмерно рады. Тем более, что сегодня отмечается Международный день сна. О других значимых датах сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 15 марта. Сегодня Всемирный день прав потребителей. Всемирный день сна. По народному календарю Федот Ветронос. В его праздник были сильные ветры. Существовало поверье, что в этот день все подземные источники закипают, выливаются на землю и наступает оттепель. А вот если вместо ожидаемого потепления вдруг ударял мороз, говорили «Федот да не тот». Это день в истории. В 1917 году Владимир Ленин отправил Инессе Арманд письмо с новостью о революции в России. В 1962 году в этот день состоялось выступление Джона Кеннеди, в годовщину которого ООН учредила Всемирный день прав потребителей. В 1990 году Михаил Горбачев избран единственным в истории Советского Союза президентом. В этот день родились Юрий Бондарев, советский писатель, общественный деятель; Жарес Алферов, советский российский физик, академик, нобелевский лауреат; Леонид Ингибаров, советский артист цирка, клоун, мим; Валентин Распутин, советский российский писатель, публицист и общественный деятель. Именины сегодня отмечают Арсений, Иосиф, Николай и Федот. Ну а совсем скоро стартует всероссийское рейтинговое голосование на благоустройство общественных территорий. В столице Алмазного края в прошлом году на конкурсе был выбран проект по благоустройству городского парка. В этом году город Мирный предложит 2 проекта в голосовании. Что это за проекты и как их будут реализовывать, если за них проголосуют, узнаем далее. Несмотря на то, что в прошлом голосованию по благоустройству голосов чуть не хватило, в этом году все же благоустроят парк отдыха. Здесь появятся новые зоны активного и тихого отдыха. А в этом году городские власти намерены продвинуть 2 проекта по благоустройству общественных территорий.
У нас по благоустройству улицы Ленина и площади, да, Ленина у нас будет мощение тротуарными плитками, установка и замена малых архитектурных форм, то есть скамейки, урны, да, современные, и освещение. Работа по изменению общественных пространств начинается с выбора территорий для благоустройства. А вот какие территории хотели бы улучшить сами жители алмазной столицы. Освещенный пешеход поставили на пересечение Аюнский, Московский. Вот там хорошо. Вот такую вот яркую пешеходку туда поставили. И некоторые детские площадки нуждаются. Да. Больше тренажеров, детских площадок. Федеральный проект формирования комфортной городской среды уже привел к благоустройству несколько общественных пространств города. Тем не менее, в этом году администрация намерена еще больше усилить работу по информированию граждан для голосования. А это означает, что красивых мест для прогулок станет больше. Анна Васильева, Мирный. Продолжим тему создания комфортной городской среды. Жители населенных пунктов Якутии, начиная с сегодняшнего дня, 15 марта, путем онлайн-голосования смогут выбрать, какие территории, парки, скверы, набережные будут благоустроены в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и национального проекта «Жилье и городская среда» в 2025 году. Онлайн-голосование продлится до 30 апреля. Каждый гражданин старше 14 лет может отдать свой голос только за один из предложенных объектов. Ознакомиться с ними и проголосовать можно будет на всероссийской онлайн-платформе. И чтобы узнать подробности голосования, пригласили руководителя отдела формирования современной городской среды Управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия Марию Романову. Мария Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, про сроки голосования мы уже сказали. Сегодня они стартуют с 15 марта, 30 апреля заканчивается. Какие-то еще есть ли нюансы голосования и когда после завершения голосования уже будут подведены итоги? Да, здравствуйте. Хотелось бы сказать о том, что у нас это уже 6 лет у нас проходит это голосование. Прекрасно жители, надеюсь, в курсе этого мероприятия. Оно у нас проходит весной. В этом году это, вот как вы отметили, уже с 15 марта по 30 апреля. Итоги голосования мы подведем до 5 мая, то есть будет вывешен список объектов, которые победили на тех или иных муниципальных образованиях, которые участвуют в голосовании. Я так понимаю, информация будет вот тоже на этой платформе? Да, информация будет на платформе, информация будет в наших социальных сетях Управления архитектуры. Можете следить, наблюдать. Ну да, действительно, 6-й год уже идет, много объектов, мы о них еще поговорим, которые уже были реализованы, в том числе и в Якутске, да, значимые такие. А на сегодняшний день сколько объектов, ну, конечно, не нужно называть все, сколько количественно их, может быть, какие-то вы для себя вот выделяете интересные? У нас участвует 31 муниципальное образование в 17 районах Республики Саха-Якутия, вывешено на голосование 67 объектов. Ну, конечно, надеемся на наибольшее количество голосов в городе Якутске. У нас вывешено там, если не ошибаюсь, 4 объекта. Это сквер имени Гагарина, который находится при въезде в город, при выезде с аэропорта города Якутска. Также озеро, Теплое озеро, которое находится вблизи студгородка и в районе Залога, озеро Щорса, которое находится в центральном округе. Также у нас участвуют крупные города, это Нерюнгри, Мирный, Ленск. Ну вот мы сказали, что в 30, более чем 30 муниципальных образованиях есть свои объекты. Такой вопрос, да, побеждает объект, грубо говоря, в каждом муниципальном образовании свой, или вот из этого всего объема выбирается несколько только? В каждом муниципальном образовании, получается, у нас выводится рейтинг. Набравший наибольшее количество голосов, оно считается победителем в данном муниципальном образовании. После чего летом мы объявляем наш республиканский конкурс на выделение субсидий на реализацию объектов. И администрации данных муниципальных образований подают победившую территорию
в основном подает овладевшую территорию. Ну, имеется в виду, грубо говоря, вот из того списка, который представлен, в каждом муниципальном, можно сказать, будет победитель, и какой-то объект построится. А не так, что из 67 на всю республику выберем только один там, в каком-то том или ином муниципальном. Да, все верно. Ага. Все правильно. Вот. А вообще, вот по поводу, собственно, реализации уже самого проекта, да, вот он победил, что дает вот эта победа в конкурсе, то есть это какие-то субсидии или, может быть, что-то еще? Да, как я уже сказала ранее, у нас выявляется конкурс на предоставление субсидий, получать на 2025 год. В конкурсе одним из критериев является вовлечение граждан в проектировании и в отборе этой территории. То есть участие в голосовании является одним из приоритетных критериев, который дает дополнительные баллы при отборе этих территорий. Ну вот, допустим, на примерах за 6 лет, шестой час, за 5 лет уже пройденных, какие-то вот отметьте, может быть, несколько значимых объектов уже в рамках такого голосования, возведенных, уже функционирующих. Ну, если говорить о, наверное, самых таких крупных объектах, это у нас по городу Якутску, это Талое озеро. Все прекрасно там гуляют, наслаждаются и летом, и зимой территория используется. Также реализуется у нас сейчас благоустройство озера Сайсары. В этом году начинается второй этап комплексный по благоустройству всей набережной. Набережная имени Романа Дмитриева, которая находится где городской пляж, 202 микрорайон, все прекрасно знают. Тоже в этом году будут завершены данные объекты. Если говорить про, допустим, по городу Мирному, это у нас набережная реки Ирилях, тоже очень крупный объект, завершен в прошлом году. По городу Ленску это у нас развитие улицы Аюнского, тоже. В принципе, у нас большой спектр объектов, можно перечислять, их 67. Это мы, опять же, сейчас уже говорим про реализованные, да. которые, или вот в случае с озером Сайсары, там второй этап уже идет, то есть первый этап закончен, то есть вещи, которые действительно произошли, в которые можно прийти, потрогать, прогуляться в них и так далее. А какая-то вот в работе, может быть, на этапе голосования, может быть, на этапе отбора или даже, может быть, на этапе строительства, какая-то предусмотрена ли работа, может быть, волонтеров, каких-то людей, которые вот хотят помочь и тоже внести не только голосованием свою лепту, а вот там непосредственно участием? Да, хотелось бы отметить работу волонтеров. Это наши помощники, это молодые люди. Мы их призываем присоединиться в реализацию данного проекта. Сейчас идет регистрация на сайте добро.рф. Продолжается регистрация, будет продолжена. Волонтеры, получается, выходят на общественные какие-то мероприятия, в места массового скопления жителей и помогают жителям проголосовать через приложение волонтеров. Поэтому, уважаемые жители, не переживайте, ваши данные никуда не утекают. Это все в рамках нашего регионального проекта. Ваш голос важен в реализации. Так что если к вам, дорогие телезрители, подошли на улице, сказали, вот, общественное пространство хотим выбрать, не переживаем. Голосуем, выбираем, что хотим видеть в своем городе и, может быть, в соседнем. Почему нет? Вдруг в своем не нравится проект, а в соседнем хороший. Мария Алексеевна, спасибо большое. Будем надеяться, что, как и всегда, победит проект, который действительно нужен жителям, потому что в этом-то и суть, наверное, проекта, что строить и делать то, что нужно непосредственно тем, кто здесь живет. И, конечно, желаю активного участия наших земляков в этом голосовании. Вам, конечно, успехов в работе. Спасибо. Безусловно, общественное пространство – один из самых распространенных способов отдохнуть. Обычная прогулка на свежем воздухе по парку или набережной с друзьями, семьей или даже в гордом одиночестве поможет хоть ненадолго вырваться из суеты будних дней. А прогулка в одиночестве так вообще может дать возможность побыть наедине со своими мыслями, что не всегда удается. Неплохим способом сменить обстановку также является и наслаждение искусством, например, живописью. Наши друзья из Национального художественного музея сегодня проведут очередной экскурс в мир изобразительного искусства. Художник, пейзажист Иван Михайлович Варичев родился в далеком 1924 году в деревне Старая Лощиха на Смоленщине.
С детства он видел этот неспешный деревенский быт и очень тяжелый крестьянский труд на земле, и саму эту землю с ее лугами, рощами, полями. В 1931 году семья переезжает в Ленинград, и он поступает в художественное училище. Но грянула война, и Иван уходит на фронт. Война для него закончилась только в 1947 году. Приехав в Ленинград, он оканчивает художественное училище и Академию художеств имени Репина. И вот все, что было впитано с детства, стало осмысленно, понято. И для художника это стало большим достоянием. Его работы очень узнаваемы, они лиричны, это такой светлый образ Родины и очень живописная, яркая манера письма. У нас в экспозиции представлено его такое волнующее, трепетное полотно «Мартовский снег», которое он написал в 1961 году. Вот она, Россия, такая тихая, спокойная. Вот она, Россия, с этими деревеньками, с этими белоствольными березками под окном, с белым пушистым снегом и, конечно, с этим глубоким синим лазурным небом. Работы полотна Ивана Варичева, они по мотивам очень незатейливы, просты, но необычайно поэтичны. Пригрело солнышко лучами, расцветив небо синевой, сплакнула зимушка ручьями, запахло в воздухе весной. На солнце рыхлый снег блистает, цветет узором от теней. В прозрачном воздухе витает восторг от ясных вешних дней. Еще раз повторим, что сегодня отмечается Всемирный день прав потребителя, об этом говорили ранее. И наверняка у каждого в жизни были ситуации, когда купленный товар оказался некачественным, будь то продукты питания, одежда или даже бытовой прибор. Случиться это могло по разным причинам, в том числе из-за нарушения технологического процесса или повреждения продукции при транспортировке. При этом покупатель имеет право заменить товар или даже вернуть деньги. Мы собрали ряд рекомендаций, которые советуют учитывать в данной ситуации специалисты Роспотребнадзора. Просроченные и некачественные товары нередко встречаются на прилавках в магазинах. Что же делать при их обнаружении? Для начала следует обратиться к сотрудникам торговых точек и попросить их убрать такую продукцию. Если же вы уже совершили покупку, то смело можете требовать вернуть деньги. Обменять испорченный продукт, либо же попросить, либо потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, либо же отказаться от товара и вернуть денежные средства. В случае, если продавец отказывается в добровольном порядке, в этом случае нужно написать письменную претензию. Письменная претензия составляется в 2 экземплярах. Второй экземпляр вы оставляете себе. Паспортные данные указывать не требуется. Следует четко сформулировать свои требования, указать обратный адрес для ответа, для того, чтобы у продавца была возможность ответа. Можно электронную почту даже указать, при наличии чека приложить чек, чтобы, допустим, быстрее рассмотрелась эта претензия, чтобы для удобства и потребителя, и продавца. Отсутствие чека не является основанием для отказа со стороны продавца. Магазин обязан принять товар даже с открытой упаковкой. Если визуально заметно, что он испорчен, например, есть плесень, его могут сразу обменять или вернуть деньги. В этом случае даже не понадобится писать претензию. Для борьбы с некачественной продукцией существует система обязательной маркировки «Честный знак». У нас есть специальное приложение «Честный знак» для потребителей. То есть, скачав это приложение, любой потребитель может просканировать и узнать всю информацию об этом товаре. То есть, если она не соответствует требованиям, то уже можно автоматом направить жалобу. Часто мы сталкиваемся с еще одной проблемой, когда стоимость товара в чеке не совпадает с ценником. В таком случае тоже следует обратиться с письменной претензией, с требованием уплатить, вернуть разницу между ценой
в ценнике и пробитой на чеке, да. И я рекомендую еще зафиксировать вот этот вот ценник на момент покупки, да. Бывает, что могут поменять там быстренько и сказать, что вот поменяли, да. Вот, поэтому рекомендую зафиксировать, сфотографировать, может на видео снять. В случае отказа тоже рекомендуем обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Специалисты напоминают, если вы купили некачественное изделие, увидели нарушение санитарных условий или вам отказали в возврате некачественного продукта, необходимо обращаться в Роспотребнадзор на телефон бесплатной горячей линии. Также на номера консультационного центра по защите прав потребителей и отдела защиты прав. Ну а в этом году День защиты прав потребителей проходит под девизом «Справедливый и ответственный искусственный интеллект». В связи с этим Роспотребнадзор проводит мероприятия, приуроченные этому дню. Со всеми интересующими вопросами на телефоны горячей линии могут обратиться как предприниматели, так и жители Якутии. Но мы перейдем к другой теме. Домашние питомцы для каждого хозяина являются членами полноценной семьи. Самые распространенные из них – это, конечно же, кошки и собаки. Зачастую в качестве питомцев можно встретить различных грызунов, рептилий, змей или даже пауков. Еще одним из популярных питомцев являются черепахи, как правило, красноухие. Но есть и другие виды этих представителей фауны, например, сухопутные черепахи. Вот если вы хотите завести себе такую, о правилах ухода за ними расскажет наша рубрика «Мой питомец». Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы расскажем вам о сухопутных черепахах. Сухопутные черепахи живут примерно 50 лет. Также они обитают в теплой среде обитания. То есть им нужно будет обязательно либо красная лампа нагревающая, либо же термоковрик. И им обязательно нужны ультрафиолетовые лучи. Если же нет доступа к прямому солнечному свету, желательно купить им лампу. Они продаются в специализированных магазинах. Можно содержать черепаху в террариуме, либо же обустроить ей небольшой столик. На столике должен быть наполнитель в виде либо сухого сена, некоторые используют опилки, либо же есть крупные кусочки гравия. Питаются они сочным кормом, то есть листья салата очень любят кабачочки, огурчики, яблочки. Также у них есть специально продаются сухие корма в зоомагазинах. Мисочка должна быть плоская, и миска для воды тоже должна быть в общем доступе, чтобы она, если что, могла попить водички. Также черепашек нужно купать 1 раз в неделю обязательно. Если же черепаха не достигла 3-летнего возраста, нужно мыть раз в 3 дня. Также мытье помогает черепахам в процессе пищеварения, то есть испражниться. Данный вид черепах преимущество бодрствует днем. Но в дикой природе они также могут впадать в спячку. В домашних условиях при наличии всех условий можно уложить ее поспать посезонно. А прямо сейчас передаю слово нашим коллегам из информационной службы, которые готовы рассказать о последних новостях. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Фракция ЛДПР в Госдуме во главе с ее председателем Леонидом Слуцким разработала законопроект об увеличении до 3-4 миллионов рублей годовых доходов самозанятых при специальном налоговом режиме. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 4 Федерального закона о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Данный максимальный размер дохода самозанятого не менялся со дня вступления в силу закона, то есть с 1 января 2019 года. 15 марта стартует всероссийское онлайн-голосование, где каждый сможет выбрать объекты для благоустройства. Якутия представит в этом году 67 объектов, расположенных в 31 населенном пункте 17 муниципальных образований. Голосование будет проводиться в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Голосование будет проходить на сайте 14.городсреда.ру. Победа во всероссийском голосовании за объекты благоустройства даст возможность реализовать проекты за счет федеральных средств. Голосование продлится до 30 апреля. Свой столетний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, ветеран педагогического труда, ветеран спорта РСФСР Наум Трифонович Слепцов. Он родился 8 марта в 1924 году в селе Черкёк Татинского улуса. Участнику Великой Отечественной вручен почетный знак долгожителя ЮСААС. Перешагнув рубеж столетия, Наум Трифонович планирует встретить 80-летие Великой Победы в добром здравии и открыть капсулу времени с наказом будущим поколениям.
Сегодня мы отмечаем этот знаковый юбилей. Хочу сказать, что в городе Якутске у нас проживает столетник у нас 9 человек, из них 4 участника Великой Отечественной войны. От себя хочу пожелать действительно, это знаковое событие. И Наум Трифонович в 100 лет свои остается активным деятельным ветераном. Для спортсменов из Якутии предлагают создать льготные тарифы на перелеты по Дальнему Востоку. С такой инициативой обратился президент Республиканской Федерации самбо Вячеслав Литавин. Он рассказал, что сейчас практически все поездки на соревнования якутских спортсменов школьного возраста оплачиваются их родителями. Вячеслав Литавин уверен, что льготные тарифы на перелеты на соревнования должны быть распространены на представителей всех видов спорта. Состоялось заседание рабочей группы по подготовке к 8-м международным спортивным играм «Дети Азии». Присутствующие под руководством Ольги Балабкиной обсудили ход работ. На сегодняшний день 3290 человек прошли тестирование, и 612 из них посетили собеседование. Ведется работа по организации прохождения медосмотра у волонтеров. Напомню, на предстоящих играх будет задействовано 2200 волонтеров на направлениях от питания до проживания. На настоящий момент мы начали предварительный отбор волонтеров тех заявок, которые поступили. Соответственно, работаем до 31 марта по первичному собеседованию, после которого, после всех проверок, после обеспечения безопасности, будем уже начинать их обучение по нескольких программам. Мы будем собираться достаточно часто для того, чтобы не упустить никакие моменты. Для нас очень важно, чтобы это были безопасные игры, комфортные игры. Ну а факел эстафеты огня 8-х международных игр «Дети Азии» посетит все 36 районов республики. Общая протяженность эстафеты составит более 35 тысяч километров. 550 факелоносцев доберутся до всех уголков Якутии как наземным, так и воздушным путем. Помимо этого будут задействованы на местах и 1000 волонтеров. Традиционно церемония зажжения состоится у подножия Ленских столбов 19 марта. Старт эстафете будет дан с родины основателя игр «Дети Азии» Михаила Николаева с Хангаласского района города Покровска. Ну а завершится эстафета в день церемонии открытия международных игр в Якутске. Все 36 районов уже подготовили все свои маршруты, места посещения. Кроме того, мы планируем в ряде районов размещение факела и лампы с огнем для посещения граждан, чтобы они прикоснулись к этому. Еще раз повторю, это является одним из главных событий, предваряющих сами игры. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами. Спасибо нашим коллегам. А у нас вот тоже еще одна хорошая новость есть. С 1 апреля в России будут повышены социальные пенсии. Насколько, кого коснется нынешнее повышение и как часто проходит индексация пенсии, мы поговорим чуть позже с гостем студии, представителем Социального фонда России. А вот когда нужно начать готовиться к выходу на пенсию и какие действия для этого нужно предпринять заблаговременно, расскажем прямо сейчас. Если вы считаете, что к выходу на пенсию нужно готовиться только ближе к старости, то ошибаетесь. Молодые люди могут начать формировать будущую пенсию и даже влиять на ее размер уже с первых дней трудовой жизни. При этом важно получать белую зарплату, так как серых выплат страховые взносы не отчисляются. Любой человек, который официально трудится, может зайти на сайт социального фонда и в своем личном кабинете просмотреть все те пенсионные права, которые у него сформировались. Это стаж, это страховые взносы и это индивидуальные пенсионные баллы. Пенсионерка Софья Петрова оформила пенсию 3 года назад, не без трудностей. Наученная опытом, в этот раз заранее решила сдать документы мужа на проверку в социальный фонд. Там выяснилось, что у меня не хватает стажа. А стаж был из-за того, что там не было подписи отдела кадров. А так запись сама была, а подписи не было. И одна была запись стертая. В основном были же бумажные трудовые книжки, поэтому надо внимательно следить за записью. Получается, что из-за халатности работника отдела кадров мне почти год могли не зачесть в трудовой стаж. И похожие, как у Софьи Алексеевны, ситуации, к сожалению, не редкость. Поэтому так важна заблаговременная подготовка документов для назначения пенсии.
Эта работа предполагает оценку документов, приведение в соответствие всех нюансов, приведение в соответствие, начиная от рождения, свидетельства о рождении детей, заканчивая документами об образовании, стаже и так далее. Поэтому заблаговременная работа, она должна проводиться заранее, до наступления права будущего пенсионера. В этом году заранее, то есть за 2 года до наступления пенсионного возраста, подготовиться к назначению пенсии могут мужчины, имеющие стаж работы в районах Крайнего Севера 1966 и 67 годов рождения, и женщины 71-72 годов рождения, женщины 74-75 годов рождения, родившие 2 и более детей, а также иные категории граждан, имеющие право на досрочный выход на пенсию. Куда и как обратиться за назначением пенсии? Первый способ – лично в клиентскую службу отделения фонда, записавшись на прием по бесплатному номеру единого контакт-центра, а также через работодателя, то есть обратиться в отдел кадров своего предприятия, дав письменное согласие на обработку персональных данных. Это очень удобно для наших сотрудников, поскольку им не надо стоять в очереди, не надо экономить очень время сотрудников, работающих. Все документы, дополнительно запрашиваемые социальным фондом, мы можем предоставить по защищенным каналам связи. Полный список необходимых для оформления пенсии документов также подскажет кадровая служба предприятия. Либо самостоятельно с ним, а также, как и состоянием своего пенсионного счета, можно ознакомиться в личном кабинете на сайте социального фонда или на госуслугах. Туяра Филиппова, Павел Пахомов, Якутск. Как индексируют пенсии? Когда надо начать задумываться над этим? Какие документы нужны для оформления пенсии? Вопрос, конечно, немаловажный, но и индексация, наверное, такая стоит во главе угла. Об этом, и об индексации, и еще о других вопросах именно пенсионного характера поговорим с гостем нашей студии. Это заместитель начальника отдела управления установления пенсии отделения Фонда пенсионного социального страхования Российской Федерации по Республике Саха-Якутия Джулуса Бубякина. Джулус Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, индексация, наверное, наш вопрос такой главный. Мы о нем будем говорить. И говорить, я думаю, немало. И зрителям это интересно, потому что индексация пенсии — это всегда хорошо, когда ты получаешь пенсию. Но немножко зайдем издалека. Вообще, мы уже посмотрели такой сюжет достаточно информативный. Тем не менее, закрепим. Да, какие виды пенсий существуют? Понятно, огромное множество, но самые основные. Так, ну, из видов пенсий, да, можно выделить основная — это пенсия по старости, пенсия по потере кормильца и есть пенсия по инвалидности. Они могут делиться на страховую и на социальную. Ну, социальная — это если у человека недостаточно трудового стажа, чтобы получать страховую. Да, все правильно. Получать социальную пенсию могут получать дети-инвалиды, да, или инвалиды без стажа, или граждане, которые не работали, не наработали требуемый страховой стаж. А люди со страховым стажем, они получают социальную плюс еще страховую часть. Не совсем так, но работающие пенсионеры могут получить страховую пенсию. И страховая пенсия вообще делится на 2 части, да? Она состоит из фиксированной выплаты и страховой части. Страховая часть — это как раз-таки те наработанные взносы. Вот отчисления работодателя получается. Да. Поэтому вот, опять же, к вопросу о плюсе белой зарплаты. Хотя сегодня не так остро он стоит, да? А вообще по старости кому пенсия полагается, тоже так в 2 словах уже в сюжете затронулось, но в целом на что ориентироваться, когда понимать, что вот скоро уже можно будет и не работать? Так, мы, так как живем в районе Крайнего Севера, у нас более льготные условия по части назначения пенсии. Мужчины могут выйти в 60 лет, если они отработали 15 лет в районе Крайнего Севера, и у них возраст 60 лет, 15 лет страхового стажа в РКС и 25 лет общего стажа. А если женщина, то 15 лет работы в районе Крайнего Севера и 20 лет общего стажа. В общий стаж может засчитывается учеба, армия, естественно, весь стаж работы и период ухода за детьми еще. Он тоже считается. Да. И есть еще основная наша статья — это матери 2 и более детей.
женщины, которые родили 2 и более детей на территории района Крайнего Севера, они, если отработали 12 лет работы в РКС и отработали 20 лет общего стажа, и есть у них 30 баллов ИПК, то они могут выйти в 50 лет уже. Ну вот подходим к самому главному, это индексация пенсии. Такое, наверное, такое значимое, главное для многих слово. Как она происходит у работающих, неработающих пенсионеров? Одновременно или там разные какие-то используются системы? Индексация пенсии в этом году, первая часть уже произведена. Ее коснулись неработающие пенсионеры, которые получали страховую пенсию. Размер ее составил 7,5%. А неработающие пенсионеры могут получить весь объем индексации в случае, если они прекратят трудовые правоотношения с работодателем. А вторая часть индексации, она будет произведена 1 апреля. Это уже для получателей социальной пенсии. Она также, размер будет равен 7,5% от получаемой нынешней суммы. А страховой пенсии, индексация страховой пенсии уже получили свыше 240 тысяч человек в нашей республике. Также работающие пенсионеры обычно всегда путают, да? Вот августовскую корректировку. То есть какой-то новый термин. Получается, у работающих пенсионеров индексация ежегодная 1 января их не касается, да? Но они получают августовскую корректировку за отработанный период в прошлом году. Допустим, Иван Иванович Иванов, да, тот самый. Знаменитый. Да. Вот в этом году, в 2024 году, в августе, он получит страховые взносы за 2023 год, если он отработал полный год, но есть потолок до 3 баллов. Он максимум может получить 3 балла, и в зависимости от того, с какого периода он начал трудовую деятельность, зависит его индивидуальный пенсионный коэффициент. В этом году он составляет 133 рубля. А если человек, допустим, начал работу в этом году, 133 рубля делится на 3, максимум до 3 баллов, да, и он может получить в августе, грубо говоря, 400 рублей, 399 рублей. А если человек начал трудовую деятельность до 2014 года и позднее, то тогда индивидуальный пенсионный коэффициент составлял 64 рубля. То есть она варьируется от 190 до, грубо говоря, 400 рублей. Это касаемо августовской корректировки. А касаемо индексации страховых взносов, фиксированная выплата, кстати, в этом году она будет составлять 8134 рубля. Это для получателей страховой пенсии по старости. Также туда еще прибавляется районный коэффициент. Она на территории города Якутска, центральных районов и заречных, она составляет 1,4 балла. В Вилюйской зоне и в северных 1,6, а в определенных северных районах 2 балла. Получается, вот эта сумма 8134 рубля умножается на 1,4, если вы живете в городе Якутске, она будет составлять у вас 11 300, с чем-то рублей. На самом деле очень сложно в этом всем разобраться. Там есть коэффициент, здесь что корректировка, индексация и так далее. Но, думаю, об этом мы еще поговорим. Время есть у нас. А хотелось бы про сроки, да, скажем так, не сроки, а даты индексации. Потому что нет, иногда в социальных сетях всплывают какие-то сообщения, что там будет проиндексировано то, проиндексировано это. И как опять же, пожилым пенсионерам, да, реагировать, они доверяют информации. Есть ли какие-то прям строго установленные дни, когда происходят какие-то преобразования, скажем, с пенсионными накоплениями? Да, естественно, они есть. Это 1 января, ежегодная индексация страховых пенсий у неработающих пенсионеров, и 1 апреля – это социальные пенсии. Все, остальных индексаций у нас… корректировка августовская. Это не индексация. Это тоже какое-то явление. Это у работающих пенсионеров. Ага. Да. А все остальное – это,
лучше доверять этим официальным источникам. Да, официальным источникам. Ага. А вот говоря про, тоже вот интересно, вот сейчас рассказывали про вот эти вот баллы, да? И пенсионный, как правильно называть? Индивидуальный пенсионный коэффициент. Да, индивидуальный пенсионный Она коэффициент. тоже ежегодно индексируется, как и размер пенсии. В прошлом году, допустим, индексация была на 4,8% у получателей страховых пенсий. А в этом году, вот как и было говорено, 7,5%. Также она, вот этот размер, в прошлом году он составлял 123 рубля, и умножая на 7,5%, процентов, да, тогда вот выходит наши 133 рубля, которые вот установлены в 2024 году. Ну а в целом для чего еще вот этот коэффициент используется? То есть как-то вот, мне кажется, вот сейчас вот с наскока, да, я, конечно, сильно пенсией своей еще не интересовался, возможно, рановато еще. Как бы для чего он используется, этот коэффициент? Почему именно вот в таком виде это все? Получается, индивидуальный пенсионный коэффициент, он состоит из всех страховых взносов от стажа вашей вообще, ну, жизненного пути, грубо говоря, да. Он, если в этом году составляет вот определенную сумму, его вот этот накопленный индивидуальный пенсионный коэффициент умножается просто вот на эту сумму, которая установлена в этом году, когда вы будете выходить на пенсию. То есть правильно ли, чем больше ты в жизни работаешь, тем у тебя выше коэффициент? Естественно, да. От стажа и от заработной платы. Ага. То есть как бы тут не просто один только стаж накапливается, то есть еще и зависит от того, насколько хорошо твой труд оплачивался. Естественно. И тут мы уже подходим, по идее, к теме, да, это квалификации своей как работника, потому что чем выше квалификация, тем дороже ты как работник стоишь. Вот. Ну, в целом еще, конечно же, с наскоку очень трудно это понять. Если вдруг кто-то вот сейчас заинтересовался, немножко не разобрался, всегда можно, конечно, в соцфонде получить разъяснение. Можно позвонить или прийти, или, может быть, даже есть электронная площадка, через которую можно написать. Вообще, всех граждан, у которых, да, грубо говоря, вот Марья Ивановна Петрова, да, вам на сегодняшний день исполнилось 47-48 лет, у вас есть 2 и более детей, вы можете выйти в 50 лет и сразу, пожалуйста, подходите в наши отделы по заблаговременной работе, по оценке пенсионных прав. Вам они все проконсультируют, все подскажут, нужные запросы в нужные органы за вас направят. И если у вас, ну, примерно каждый гражданин в нашей стране сейчас уже понимает, да, в каком возрасте он выйдет на пенсию. Если ваш срок уже, грубо говоря, подошел, да, ну, через год, через 2, если вы по вашим расчетам должны выйти на пенсию, пожалуйста, подходите и пишите заявление на заблаговременную работу. Уже заранее? Да. То есть это надо не по факту, а вот... Да, чтобы вовремя, своевременно выйти на пенсию и также получить нужный размер. А вот чем чревато, вот, допустим, не заблаговременное? Допустим, человек, вот у него пенсионный возраст наступает там буквально в следующий месяц уже. И вот он только сейчас пришел подавать заявление. Чем это грозит ему? Ну, грубо говоря, у человека, да, есть трудовая книжка, которую он получил, скажем, в 80-х годах. Он открыл трудовую книжку, начал трудовую деятельность в 80-х годах. Вот эта трудовая книжка была или утеряна, или оформлена недолжным образом, печати нужные не были проставлены. Ну, там тонкостей много. Если эта организация не сдавала отчет за вас, да, то в таких случаях обязательно требуются дополнительные уточнения, дополнительные проверки и запросы, чтобы заранее подготовиться к моменту выхода. Вот эти моменты. То есть вот эти 2 года, по большей части, просто чтобы себе сделать окно безопасности, скажем так, что если потребуется что-то дополнительное для подтверждения стажа и так далее, чтобы за вот 2 года человек успел все собрать и потом спокойно в отведенное ему и расчетное время выйти на пенсию, а не так, да, что он во время пенсионного возраста начнет бегать, искать все это, и получается будет несколько месяцев. Вот, Павел, вам исполнится 60 лет, когда-то, да? Ага. И вы отработали нужный стаж в районе Крайнего Севера, общий стаж имеется, вы будете выходить на пенсию, и у вас право есть, но не подтвержден какой-то определенный период. Вот
вот этот период мы сразу не сможем учесть, так как он пока еще не подтвержден. Потребуется время. Да, потребуется время, чтобы вот это все нужные документы с нужных органов получить. И только в этом случае, когда получим ответ, только тогда будет у вас перерасчет, чтобы сразу получить полный объем своей пенсии первый же день. Да. Джулус Михайлович, спасибо большое за беседу, очень полезную. Конечно, очень сложно ее понимать с наскока, но я думаю, мы как минимум посеяли какие-то вот семена здравомыслия в плане подготовки к пенсии, если она уже готовится. Еще раз вам спасибо, успехов вам в работе и хорошего сегодня дня. Ну а тем временем масленичная неделя подходит к концу. Окружная администрация города Якутска приглашает жителей и гостей столицы 15, 16, 17 марта на народные гуляния «Широкая масленица». В этом году она будет отмечаться как никогда широко. В праздничную программу вошли веселые частушки, танцы под баян, добрые сказки, дружный хоровод, уличные художники и фотозону даже привезли. На всех площадях города будут проходить концерты, песни, пляски, будут сладкие угощения, игры детям и командам. Также пройдет обрядовое действо «Солнцеворот» и, конечно же, выставка продажи народных мастериц и коллекционеров Якутска, мастер-классы по изготовлению кукол и других интересных изделий, конкурс масленичных чучел, спортивные соревнования для семейных команд, народные состязания для всех желающих, конкурсы с призами, массовый хоровод, и завершится все это праздничным салютом в Ледовом парке. А чтобы зарядить вас настроением на городские гуляния, посвященные народному празднику, мы завершим сегодняшний эфир с самой масленичной музыкой. Вместе с тем хочу пожелать вам отличных грядущих выходных, успешного сегодня дня и до встречи на нашем канале в какое-нибудь еще когда-нибудь утро. В понедельник тебя повстречали, как невестушку мы величали. Ты из летней соломы сухой, красной щечки до брови дугой. Ты из летней соломы сухой, красной щечки до брови дугой. Эх, масленица, да ты красавица, ждем тебя мы целый год, а весна уж у ворот. Эх, масленица, да блины с маслицем, всю неделю стал горой, мы прощаемся с зимой. Заиграли гармошки во вторник, ждали масленицу целый годик. Уж настала среда, сладколакомка, на губах тает масло да маковка. Уж настала среда, сладколакомка, на губах тает масло да маковка. Эх, масленица, да ты красавица, ждем тебя мы целый год, а весна уж у ворот. Эх, масленица, да блины с маслицем, всю неделю стал горой, мы прощаемся.